начали сегодняшний наш эфир с новости о том, что государство требует помощи и поддержки от нас с вами. И для этого были открыты уже счета, куда сознательные граждане могут перечислять свои средства. Но вот, кстати, есть такие граждане, есть представители разных сфер, в том числе и бизнес-среды, которые понимают, что, собственно, помощи ждать неоткуда и нужно прямо сегодня уже что-то делать. Причем эти инициативы носят весьма благотворительный характер. Вот как раз-таки с таким гостем мы поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Чингис Исмаилов, учредитель нового бренда Кельдос. Доброе утро. Здравствуйте. Чингис, у вас очень интересная история этого бренда и вообще очень интересная концепция и сама задумка. Давайте обо всем по порядку. Ага, начнем с самого начала. Вот меня зовут Чингис. Я более 10 лет развиваю сферу образования. Я закончил Славянский университет и преподавал курсы, работал с молодежью, давал им спецпредметы. То есть это профориентация, практическая психология. И я увидел, что это действительно необходимо. То есть образование должно соответствовать современным требованиям, чтобы люди, уже окончив школу или университет, четко могли знать, кто я, что я должен делать. И с этой позиции была написана книга, кстати, вот «Быть победителем». Она выдержала уже 3 издания. И написав методику, что в школы нашей страны надо вести специальное образование, я обратился в Министерство образования. Ну, они меня напоили чаем, сказали «до свидания». Хотя бы чаем напоили. Потом я написал письмо президенту страны. Мне назначили встречи с министром молодежи. Я с ним встретился, поговорили то же самое. Напоили чаем, сказали «до свидания». И потом я встречался с разными министрами, депутатами. Но 8 лет я бился и так и не добился. Потом я решил, что надо как-то своими силами. И, конечно, если мы будем обращаться в НПО, это будет одноразово. Если мы откроем благотворительный центр, это будет тоже одноразово. Мы будем потом ходить там, подайте на образование школьникам. И чтобы этого не было, мы решили создать коммерческий проект, то есть производство и продажа обуви. И при покупке одной пары обуви 100 сомов идет на как раз образование. То есть мы подготовили ряд предметов, там 7 тренингов, уроков, которые необходимы подросткам, то есть заканчивающим 9 класс, 11 класс. Они четко могут понять, какую профессию им надо получить. И я сам буду своей методикой обучать преподавателей, и они уже будут передавать это школьникам. То есть все это будет за счет своих средств, за счет коммерческих проектов. А почему именно обувь? Почему от образования решили перейти к обуви? Ну, прежде всего, я сам человек образования, мои родители были в сфере образования, и отец был больше предпринимателем, и во мне всегда боролись две стороны, это и преподаватель, и предприниматель. И поэтому я решил их объединить, то есть заниматься предпринимательством, именно производством, потому что вся обувь поставляется из Китая, Турции, России, а собственного производства у нас нету. Сделать национальный сильный бренд мы начали пока что с летних тапочек, но там будут сапоги, там ботинки, туфли, да? И плюс давать образование школьникам, платить налоги, создавать рабочие места. Это очень важно. А скажите, пожалуйста, каков штат сейчас тех людей, которые занимаются производством обуви? Сколько в вашей команде человек? Пока что 5 человек, 3 вышивают, 1 продает, 1 занимается финансами. Как сейчас продвигается этот товар на рынке? Где можно приобрести? На самом деле, буквально несколько моделей мы изготовили. Сначала выпустили демо-версию, то есть увидели, насколько отреагируют люди. И так как волна пошла, мы сейчас начали уже вышивать более 30 моделей, женские, мужские. Даже начали специальную линейку для детей, для пожилых людей. И пока что через интернет. Но как только вышьем определенное количество, к ним же шьем уже чехлы, сумки, чтобы сумка была под цвет обуви, да? Здорово. Вот. И это будет специальная презентация, пригласим. Но цена приемлемая у них? Ну, цена приемлемая, исходя из себестоимости, там надбавка идет небольшая. Чингис, скажите, я знаю, что вы вот совсем скоро отправитесь по регионам, да, то есть как раз-таки продвигать эту идею и ну, как бы просвещать молодежь там. Вот расскажите, какие регионы будете выбирать и, собственно, какой план мероприятий там?
То есть как это будет происходить? Летом будут продажи, а с сентября начнется как раз образование. И мы сделаем голосование. То есть вот, граждане, мы собрали определенное количество денег. Как вы хотите, с каких регионов мы начали, да? Если скажут с Баткена, мы поедем в Баткен. Вот, то есть у нас будет специальный автобус, там специалисты будут ехать и учить. Какие все-таки дисциплины будут? Вот, что это за специалисты? То есть там 7 таких занятий. Первое – это профориентация. То есть либо человек, который должен работать с людьми, или с техникой, или с финансами, или с природой. То есть есть специальные тесты, которые определяют. Потом будет постановка целей, планирование, как планировать свое время, практическая психология, то есть как справляться с каждодневными трудностями, да? И основы делового общения, ораторского искусства, ну, такие вот необходимые навыки. А вообще все это направлено не для того, чтобы там мы им Америку не откроем. Наша задача направить этих молодых людей на самообучение. Потому что, разбудив в них интерес, люди дальше будут искать сами уже самостоятельно, самообразованием заниматься. Ну, то есть это такой трамплин, который позволит в дальнейшем что-то делать молодежи. Да. Какой возраст тех людей, которые будут вашими слушателями? С 9 класса по 11. Ну а что касается мероприятий, которые были уже в Бишкеке, вы же ведь здесь захватили какой-то сегмент молодежи. Вот как это было, где эти люди и как сложилась, может быть, их дальнейшая судьба? Вообще, если исходить из моих занятий, то есть, да, был какой-то мониторинг, и почему я начал болеть этим, с 3-го курса я начал вести тренинги, и я видел положительные изменения. То есть, один нашел себя там за рубежом, другой нашел себя в качестве предпринимателя, третий нашел себя в качестве журналиста. То есть, было очень много кейсов, и я увидел, что это действительно помогает. Потому что образование как было советским, так и оно и осталось. А требования современного мира, они совершенно другие. Вот поэтому надо давать своевременное практическое образование. Тренинги будут на русском или на кыргызском? Ну, конечно, не на русском, и на кыргызском. Это замечательно. Чингиз, спасибо огромное. Мы вам желаем успехов. Пускай ваше производство растет. И вообще спасибо за такую инициативу. Я напомню, что этим утром мы разговаривали с Чингизом Исмаиловым, учредителем нового бренда Кельдос. Ищите ребят в интернете и оставляйте свои комментарии, если вы действительно заинтересовались таким товаром.